Подстанция «Жаңа жарык» была построена 2 года назад. Она позволила решить проблемы с электроснабжением юго-восточной части города и микрорайон Кунгей. Знакомство с работой компании глава региона начал с ее посещения. До инвестпрограммы у нас на линии 110 кV ТЭЦ-3 Юго-Восток находилось 5 подстанций, которые питают юго-восточную часть города, часть Майкудука. Все 5 подстанций находились на одной линии, на двухцепной линии, и в случае каких-либо катаклизмов, отключений происходило погашение всех 5 подстанций, то есть практически полгорода находилось без света. Сейчас мы эту проблему решили, у нас сейчас есть связь по 220 кВт, по 110 кВт, в случае обесточения одной из линий мы запитываемся с других точек, с других источников. Затем глава региона провел совещание. На нем обсудили те проблемы, которые требуют первостепенного решения. Ирлан Кошанов выразил претензии по поводу участившихся случаев отключения электроэнергии в областном центре. По моей информации, только по юго-востоку сколько отключений? 4, да, крупных отключений было. По словам представителей Караганды и Жарык, большинство отключений – это результат погодных условий или строительных работ, которые ведутся на объектах. Но все отключения были кратковременными. Если сравнивать с прошлым годом, число аварий снижено на 23%. На совещании поднимали и вопрос повышения тарифа. За 8 лет компания поднимала его дважды. Наби, я к чему? Вот на сегодня сколько? 5,35. В 2010 году было 2,15. Вот за 8 лет вы 2 раза повысили тариф. Так повышение было? Я объяснять не нужно, я просто давайте точку поставим. Чтобы вот Дарем где? Сейчас дает заявку на повышение? Вот, 5-летний. Вот чтобы после этого пока не ходите. Договорились? Дальше не надо мне объяснять. Только вот цифры, за цифрами смотрите, вы отвечаете. Также обсудили вопросы бесхозных электросетей, подключения объектов предпринимательства к энергомощностям. Передача, принятие на баланс бесхозяйных электрических сетей по Караганде, по Саране, Абайский коммунальный сеть. Это поручение главы государства. Почему не выполняется? Мы сделали обследование вот этих вот сетей. По результатам обследования объектов у нас в наличии имеются неполные пакеты по устанавливающим документам. Самая основная проблема – это основная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние требует очень больших материальных технических затрат, которые у нас не предусмотрены ни в тарифной сметке, ни в бюджете компании. Но глава энергокомпании обещал работать в этом направлении и решить проблему. Жанар Алпызбаева, Мурат Токенов, Аман Хамид, телеканал Сарыарка.